الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мухтарам джамаат. Мы с вами продолжаем наши вечерние занятия по вторникам и приступаем к изучению новой книги Китаб аль-Хикам, книга мудрости известного богослова Ибн Атауллах ас-Сакандари. Пару слов о нем самом. Его полное имя Ахмад бин Мухаммад бин Абдуль-Карим, лакаб Таджуддин и кунья Ибн Атауллах ас-Сакандари. То есть он более известен как Ибн Атауллах ас-Сакандари. Умер в 709 году по хиджре, жил в Египте. Он изучал фикх, тафсир, хадис, арабский язык, арабскую литературу, но затем посвятил себя наукам духовным. Кто-то называет это ахляк, кто-то называет тасауф, манеры, поведение и так далее. То есть названий много, важна суть. Именно на эту науку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывает в хадисе, известном хадисе, хадис Джибриль, когда Джибриль, алейхиссалям, задает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, 3 вопроса. Что такое ислам, что такое иман? И третий вопрос, что такое ихсан? И на вопрос Джибриля, алейхиссалям, а что такое ихсан? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает: «Ан та'буда Аллаха ка'аннака тараху, ва ин лям такун тараху, фа иннаху ярак». Ихсан – это твое поклонение Аллаху Та'аля так, как будто ты его видишь, но даже если ты его не видишь, он тебя видит. То есть ихсан – это наука, она практическая, в первую очередь. Если мы говорим про акиду, то акида, она преимущественно теоретическая наука, которая говорит, нужно верить в это, в это, в это, в это. Взаимоотношения между человеком и Аллаху Та'аля эта наука не проверяет, не изучает. То же самое и фикх. Фикх проверяет, эти фарзы в намазе выполнил, эти шарты у тебя были, все. То есть внешняя сторона намазов, уразы, закят, хаджи, торговля и так далее, тому подобное. Это изучает фикх. Но чтобы эти обе науки стали практическими и воплотились в верующем, нужен третий элемент, который их все соединит. Если мы сравним акиду с разумом, фикх с телом, то для того, чтобы тело было живым и двигалось, нужна душа. И вот эта наука ихсан, она в первую очередь изучает взаимоотношения между Аллаху Та'аля и человеком. Именно она говорит о богобоязненности, именно она говорит о правдивости, именно она говорит о нормах поведения верующего и так далее и тому подобное. Поэтому наряду с акидой и фикхом она имеет в исламе, можно сказать, одно из основных значений. Именно она превращает фикх и акиду в живые науки. То есть мы изучаем акиду, как-то же ее нужно применять. Мы изучаем фикх, но наша молитва не должна оставаться чисто, как с точки зрения фикха, формальностью, состоящей из шартов, фарзов. То есть намаз – это не зарядка. В нем есть глубокая духовная составляющая, которая должна присутствовать в каждом нашем намазе. Уроки Ибн Атауллаха ас-Сакандари, вернее его мудрости, они посвящены разным вопросам. Они на грани акиды, на грани фикха. То есть эти мудрости показывают, как нам соединить воедино акиду и
ахляк. Иногда и фикх тоже затрагивается. Итак, первая мудрость, аль-хикматуль уля. Ибн Атауллах ас-Сакандари сказал: «Мин аляматил и'тимади аля аль-амаль нуксану раджаи инда вуджуди залаль». То есть, смысл следующий. Одним из признаков того, что человек, верующий, полагается только на свои деяния, является уменьшение в нем надежды, когда он совершает какой-то заляль, то есть когда он оступается, когда он совершает какой-то грех. То есть о чем здесь? Здесь Ибн Атауллах ас-Сакандари нам говорит о понятии деяния, то есть деяние, которое Аллах Та'аля нам предписал, обязательное деяние. Намаз, ураза, закят, хадж и так далее и тому подобное. И некоторые люди полагаются чисто на свои деяния. Но Ибн Атауллах Сакандари говорит, это большая ошибка. И признаком того, что человек полагается только на свои деяния, является тот факт, что когда он оступился, когда он совершил какую-то ошибку, когда он совершил грех, он уже теряет надежду на милость Аллаху Та'аля. Это очень важно и очень актуально, поскольку некоторые могут думать, я вот намаз читаю, ураза держу, все это достаточно, мне в раю место гарантировано. На самом деле нет. На самом деле все обстоит совершенно по-другому. В данной связи можно привести известный риваят от пророка ﷺ об одном абид, то есть абид – это тот человек, который много усердно поклоняется Аллаху Та'аля. То есть об одном праведнике, который жил на одном острове, и Аллаху Та'аля ему даровал 500 лет жизни, и все эти 500 лет он провел в поклонении Аллаху Та'аля. Остров был красивейший. На этом острове каких только фруктов не было. И специально для этого раба Аллаху Та'аля вывел источник с прохладной, пресной и вкусной водой. И когда подошел срок, этот человек покинул мир, предстал перед Аллаху Та'аля. И Аллах Та'аля спросил у него: «О мой раб, хочешь ли ты войти в рай благодаря своим деяниям или благодаря моей милости?» На что тот ответил: конечно же, благодаря своим деяниям. Но внутри себя он думает: я, конечно, 500 лет поклонялся. Сравните 500 лет его намазов и постов, ну и мы сколько живем. Ну, средняя продолжительность жизни, по-моему, 70 с чем-то. То есть больше, чем в 5 раз он поклонялся Аллаху Та'аля. И здесь Аллаху Та'аля дает ангелам повеление: отправьте этого раба в ад. И он, огорченный и удивленный, задает вопрос: за что? Я же 500 лет тебе поклонялся. И тогда Аллаху Та'аля повелел ангелам на одну чашу весов поместить милость зрения, то есть зрение, которым он наделил Аллаху Та'аля его, а на другую чашу весов все его деяния. И всего лишь один взгляд на мир перевесил 500 лет его поклонений. Тогда он, осознав свою ошибку, ответил: конечно, благодаря Твоей милости, о Господи. И тогда Аллах Та'аля наградил его раем. И именно поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов нам говорит, вернее, он сначала это сказал сахабам, но это сказано всем. Пророк саллаллаху сказал: «Ла юдхиля ахадакум аль-джанната амалуху». Пророк саллаллаху сказал: ни одного из вас в рай его деяния не введут.
И сахабы удивленно спросили: «Валя анта я Расуль Аллах?» И даже тебя, о посланник Аллаха. Представляете, что у сахабов творится? Безгрешный человек, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, избранный для вахи, для откровения. Как же он? Ну ладно, мы хуже пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они думают. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как? И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает сахабам: «Валя ана илля ан ятааммадани Аллаху бирахматихи». Пророк сам ответил: «И даже меня, мои деяния в рай не введут, если Аллах не изберет меня своей милостью». То есть это относилось даже к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И в этом вопросе действительно нужно очень хорошо разобраться. Почему? Потому что он затрагивает вопросы, во-первых, таухида, акиды, во-вторых, затрагивает вопросы ахляка, и в-третьих, затрагивает вопросы то, что называется сулюк, очищение души. 3 вот этих раздела исламских наук затрагивает этот один вопрос. И именно по этому поводу, если мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения акиды, можно привести цитату из книги по акиде «Джавхарат ат-Таухид». «Фаин юсибуна фабимахд аль-фадл, ваин юадзиб фабимахд аль-адл». Если Аллах Та'аля награждает нас, то это благодаря Его милости. Если наказывает, то благодаря Его справедливости. Точно такие же слова есть у имама Тахави в тексте акиды. И мы здесь должны понимать, что наши деяния не являются оплатой райских благ. То есть, если мы идем в магазин, то на полочках видим ценники. Этот продукт стоит столько, этот продукт стоит столько, этот продукт стоит столько. То есть, продукт измерен в рублях. Но в нашем случае неправильно было бы понимать, что райские блага измеряются нашими деяниями. Или, говоря по-другому, райские блага или награда раем не является зарплатой за то, что мы совершали деяния в этом мире. Почему? Да потому что достаточно вспомнить о том, что мы живем в этом мире лет 70, 80, 90, но кто-то до 140 доживает. Ну пусть будет даже 1000 лет, как у Нуха, алейхиссалям. Но райские это блага, они вечные. И любой, скажем, товарный обмен, он должен быть эквивалентным. А здесь не получается эквивалентного обмена. Разве вечность равняется, пускай даже 1000 лет? Она никак не сравнится с этой 1000 лет. Также нужно помнить, вот то, что с точки зрения акиды мы с вами говорим, также нужно помнить о том, а кому принадлежат наши деяния. Скажем, если я иду в магазин и что-то покупаю, то я беру деньги, которые мне принадлежат, отдаю продавцу и получаю продукт. Скажем, молоко, например. То есть я отдаю то, что имею, а продавец отдает мне то, что он имеет. Мы поменялись. И здесь в случае с нашими деяниями возникает вопрос, а деяния-то наши чьи? Наши собственные или нет все-таки? По этому поводу Аллах Та'аля в одном из аятов нам говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Валлаху халакакум ва ма та'малун». Аллах создал вас и ваши деяния. То есть наши деяния являются божественными творениями. Поэтому на самом деле они нам не принадлежат. Они принадлежат Аллаху Та'аля. И только благодаря Его милости у нас есть возможность совершать эти деяния.
Если он не пожелает, мы даже рукой не сможем пошевелить. Соответственно, мы должны понимать, если мы возносим деяния на такую высоту, что они нам гарантируют рай, то получается, что мы свои деяния обожествляем. То есть, получается, наши деяния подобны Аллаху Тааля в этом вопросе, и они вводят нас в рай. Это неправильное понимание. Поэтому деяния не являются оплатой райских благ, и в данном случае ситуацию эту нужно понимать следующим образом. Аллаху Тааля оказывает нам свою милость. И рай – это не оплата наших деяний, а рай является подарком. А подарок, как известно, он всегда не гарантированный. Пример можно привести, скажем, мы идем по улице, и рядом с магазином видим, старушка там какие-то вещи продает. Ну, пенсии ей не хватает, и она там что-то продает, спички продает, лук продает, семечек продает, еще что-то. И нам стало жалко бабушку. В принципе, мы не нуждаемся в ее товаре. Но нам стало жалко бабушку, и мы, скажем, например, купили у нее коробок спичек, она, допустим, за него попросила 10 рублей, мы ей 100 рублей отдали и ушли. 90 рублей садака. То есть вот таким образом мы должны воспринимать и наши деяния, и ту милость, которую Аллах Тааля дарует верующим, которых вводит в рай. То есть рай – это божественная милость, и дарует Он ее тому, кому пожелает. Это на самом деле так. Почему? Потому что ведь деяния, они связаны, теперь мы переходим с акидой разобрались, мы переходим к стороне ахляка. Деяния связаны с нашей искренностью. В одном и том же намазе, в одном и том же ряду, рядом друг с другом могут стоять два человека, оба верующие, оба мусульмане. Один за свою молитву получит в 27 раз больше награды, а второй за свою эту же самую молитву, они рядом стоят, он получит большой грех. Как такое возможно? Если молитва первого, она искренняя, а второй совершает молитву только для того, чтобы его друг о нем потом хорошо высказался, похвалил: «О, молодец, ты на намаз пришел». В этом случае его деяние будет не намазом, его деяние будет рия, малым ширком. И вместо награды он заслуживает наказания. Но это не говорит, что мы имеем право оставить деяния. Деяния являются фарзом, который Аллах Тааля нам предписал. Он на нас эту обязанность наложил, она ни в коем случае не снимается. Мы обязаны их исполнять, но в надежде на милость Аллаха Тааля. Ведь не всегда человека в рай вводят именно те деяния, о которых он думает. Вспомните хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть два риваята, один про женщину, один про мужчину, которые напоили собаку в пустыне. Благодаря одному единственному деянию Аллах Тааля их простил, несмотря на то, что они всю жизнь были грешниками. Одно единственное деяние, но в этом деянии было столько ихласа, столько искренности, что всего лишь вот это малое деяние, вот эта искренность, она перевесила все грехи, которые они совершили за свою жизнь.
И имам Ибн Атауллах ас-Сакандари, чтобы дать нам критерий, вложить в наши руки критерий, говорит, что признаком того, что верующий мусульманин полагается на свои деяния, то есть думает, что именно его деяния введут его в рай, он надеется только на свои деяния, является что? Уменьшение в нем надежды, когда он совершает грех. Аллаху Та'аля в Коране что нам говорит? А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. «Валя тaqнату мир рахматиллах». И не отчаивайтесь в милости Аллаху Та'аля. То есть отчаяние в милости Аллаха Та'аля запрещено. И если человек в себе чувствует такое, что он, что-то он согрешил и думает, все, Аллах Та'аля теперь меня не простит. Какое ты имеешь право так думать? Что больше, твой грех, который ты совершил, или божественное прощение? Что сильнее? Что преобладает? Естественно, сифаты Аллаха Та'аля, они абсолютно безграничны. И, естественно, прощение Аллаха Та'аля, оно намного обширнее, оно намного тяжелее, оно намного больше, чем те грехи, которые мы совершаем. Но это тоже не является оправданием для греха. Здесь Ибн Атауллах Сакандари объясняет душевное состояние, которое должно быть у верующего. Бейн аль-хауфи вар-раджа, между страхом и надеждой. То есть, да, мы совершаем деяния в надежде, что Аллах Та'аля наградит нас раем. И мы боимся наказания Аллаха Та'аля, когда совершаем какой-либо грех. И если мы можем сохранить вот это состояние в своей душе, то это и есть путь настоящего верующего. То есть, совершая намаз, то есть как практически вот это правило применить, эту мудрость, которую Ибн Атауллах Сакандари здесь раскрывает. Когда мы совершаем намаз, у нас в душе должна быть надежда на прощение Аллаха Та'аля, на то, что наш намаз будет принят. А в противном случае у нас должно быть опасение. И пусть Аллах Та'аля сделает все наши деяния искренними, пусть в душу каждого из нас уложит страх и надежду одновременно, и пусть каждого из нас наградит райскими благами. Ихтибарас фин рахмат.